Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире новости на канале таджикского телевидения, в студии Улугбек Салимбекзаде. Ну и к основным новостям к этому часу. Сегодня во Дворце нации основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, принял министра иностранных дел Республики Корея Чон Йона, находящийся с официальным визитом в Таджикистане для участия в форуме «Центральная Азия. Республика Корея». На встрече были рассмотрены текущее состояние сотрудничества между двумя странами и важные вопросы международной и региональной повестки дня. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, подчеркнул: мы рассматриваем Республику Корея как своего надежного партнера на международной арене и придаем особое значение дальнейшему развитию сотрудничества с ней в соответствии с нашими общими интересами. В ходе встречи стороны обсудили укрепление межгосударственных отношений, политикой, межпарламентской экономической торговли, научно-технической, культурной, гуманитарной и других сферах. Было подчеркнуто, что дальнейшая деятельность межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и расширение отношений в рамках совместного бизнес-форума может стать фактором укрепления отношений в этой сфере и увеличения инвестиций между сторонами. Использование богатого потенциала природных ресурсов Таджикистана, сотрудничество в банковской сфере, расширение сотрудничества в энергетических секторах, особенно в гидроэнергетике, различных отраслях, включая горнодобывающую промышленность, сельское хозяйство, транспорт и связь, информационные технологии, искусственный интеллект, здравоохранение и туризм, образование были названы одними из основных перспективных направлений деятельности для укрепления сотрудничества между двумя странами. Было выражено удовлетворение уровнем сотрудничества между правительствами, включая эффективную работу агентства международного сотрудничества Кореи, КОИКа, и с помощью страны в борьбе с коронавирусом. В связи с ситуацией в соседнем Афганистане было признано необходимым оказание международным сообществом гуманитарной помощи народу этой страны через ООН и международные гуманитарные организации. 27-28 ноября основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, находился в городе Ашхабад, Туркменистан, с рабочей поездкой для участия в 15-м саммите Организации экономического сотрудничества. 27-28 ноября основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, находился в городе Ашхабад, Туркменистан, с рабочей поездкой для участия в 15-м саммите Организации экономического сотрудничества. В международном аэропорту Ашхабада высокочтимого гостя, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, радушно принял президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. После теплого приема глава страны и пребывания пригласил президента Таджикистана, уважаемого Эмомали Рахмона, на почетный подиум. На церемонии встречи высокопоставленного гостя прозвучали национальные гимны двух стран. Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, на полях 15-го саммита Организации экономического сотрудничества встретился с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. На встрече были рассмотрены состояние и перспективы сотрудничества между Таджикистаном и Туркменистаном, а также другие актуальные вопросы мирового сообщества и региона. Было подчеркнуто, что эффективная деятельность межправительственной комиссии Таджикистана и Туркменистана может внести конструктивный вклад в реализацию поставленных целей. Стороны обменялись мнениями о региональных отношениях, текущей ситуации в мире, сотрудничестве в рамках Организации экономического сотрудничества, ООН и поддержке глобальных инициатив друг друга на международной арене. Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, на полях 15-го саммита глав государств-членов Организации экономического сотрудничества встретился с президентом Исламской Республики Пакистан Арифом Алви. Стороны выразили заинтересованность в развитии торгово-экономических отношений, дальнейшем росте торговли и транзита товаров и продуктов. Также сочли необходимым усилить деятельность совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству для достижения этой цели. Было предложено провести заседание
совместного делового совета двух стран, а также совместных рабочих групп по вопросам нефти и газа, энергетики и инфраструктуры под постоянным мониторингом правительства двух стран. Реализация проекта «Каса-1000» в развитии энергетического сотрудничества и формировании транзитно-транспортных коридоров из Таджикистана в морские порты Пакистана, Карачи и Гвадар для расширения транспортных связей было оценено как важный фактор укрепления взаимовыгодных отношений. В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам обеспечения безопасности в регионе в совместной борьбе с глобальными угрозами – терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и другими формами транснациональной организованной преступности. 28 ноября в Ашхабаде президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в рамках 15-го саммита глав государств-членов Организации экономического сотрудничества встретился с президентом Исламской Республики Иран Саидом Ибрахимом Раиси. В ходе обсуждения вопросов укрепления и расширения торгово-экономического сотрудничества стороны расценили в интересах двух стран создание совместных предприятий в сфере промышленности, сельского хозяйства, энергетики и минералов, фармацевтики, строительных материалов. Была отмечена важность роли совместной комиссии по торговому, экономическому, техническому и культурному сотрудничеству в укреплении разносторонних связей двух стран. Стороны также сочли необходимым подключение транспортных сетей двух стран, в том числе наземных и железных дорог, к водным портам Ирана. На встрече также были обсуждены состояние и перспективы сотрудничества Таджикистана и Ирана в рамках международных и региональных организаций, в том числе Шанхайской организации сотрудничества и Организации экономического сотрудничества. Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в рамках 15-го саммита глав государств-членов Организации экономического сотрудничества встретился с президентом Республики Узбекистан, уважаемым Шавкатом Мирзиёевым. Было выражено удовлетворение продолжающимся развитием товарооборота между двумя странами. Было подчеркнуто, что для большего повышения этого показателя необходимо использование возможностей, в том числе развитие торгово-экономических связей, активизация деятельности межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, реализация перспективных проектов создания инвестиционной кампании Таджикистана и Узбекистана, а также совместных производственных предприятий. 28 ноября в Ашхабаде, Туркменистана, состоялся 15-й саммит Организации экономического сотрудничества. В работе саммита приняли участие президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, президент Кыргызской республики Садыр Жапаров, президент Исламской республики Иран Саид Ибрахим Раиси, президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, президент Турции Реджеп Таип Эрдоган, президент Исламской республики Пакистан Ариф Алви, премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин и генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества Хусрав Нузери. Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, выразил уверенность, что нынешняя встреча станет важным шагом на пути к дальнейшему развитию и укреплению многопланового сотрудничества между странами-членами ОЭС. В начале своего выступления президент страны остановился на остром глобальном социальном, экономическом и финансовом кризисе, вызванном интеграцией COVID-19, и выразил надежду, что результаты саммита помогут использовать потенциал организации для преодоления последствий пандемии и обеспечения устойчивого развития в регионе. Анализируя состояние торгового сотрудничества между странами-членами Организации экономического сотрудничества как фактор быстрого развития региональной экономики, президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, подчеркнул, что торговля между странами-членами Организации экономического сотрудничества составляет только 8% их общего товарооборота, что отражает недостаточное использование торговых возможностей между государствами. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, в целях расширения торгового сотрудничества в рамках организации предложил принять конкретные меры по устранению существующих карантинных ограничений на транспорт и транзит, а также тарифных и нетарифных торговых барьеров.
Во время своего содержательного выступления президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, также проанализировал уровень сотрудничества между странами-членами Организации экономического сотрудничества в области торговли, транспорта и коммуникаций, энергетики, промышленности, сельского хозяйства, защиты окружающей среды и продовольственной безопасности. Назвал необходимыми расширение связей и реализацию важных программ и проектов для обеспечения стабильного развития в регионе. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, поддержал создание регионального энергетического рынка и назвал реализацию проекта строительства высоковольтной линии электропередатчик КАСА-1000, который представляет собой первый энергетический мост между Центральной и Южной Азией, своевременным шагом. В ходе обсуждения вопросов изменения климата и его последствий глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, в рамках организации предложил уделить серьезное внимание вопросам изменения климата и одновременно снизить угрозу стихийных бедствий. Была выражена надежда, что предложение Таджикистана об объявлении 2025 года Международным годом защиты ледников и определении даты Всемирного дня ледников, а также создании Международного фонда ледников найдет отклик среди партнеров в организации. Относительно укрепления сотрудничества стран-членов организации в сфере туризма было подчеркнуто, что город Душанбе объявлен столицей туризма Организации экономического сотрудничества на 2020-2021 годы и в продолжении мероприятий по развитию туристического сектора в августе текущего года в Таджикистане состоялся международный фестиваль «Душанбе. Столица туризма. Организации экономического сотрудничества» и международный форум по развитию агротуризма. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, подчеркнул, что Таджикистан намерен и в дальнейшем принимать участие в деятельности организации во всех 6 приоритетных направлениях, изложенных в фундаментальном акте «Стратегия Организации экономического сотрудничества 2025». В завершение, по итогам работы 15-го саммита глав государств-членов Организации экономического сотрудничества был принят Ашхабадский консенсус по действиям. Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в рамках 15-го саммита глав государств-членов Организации экономического сотрудничества встретился с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе искренней встречи стороны обсудили вопросы укрепления и расширения связей двух стран в перспективных политической, экономической, торговой, инвестиционной, транспортной и социальной сферах. За последние 5 лет товарооборот между Таджикистаном и Турцией составил более $2 миллиардов. Было подчеркнуто, что для еще большего повышения данного показателя необходимо эффективно использовать такие возможности, как совместная реализация инвестиционных проектов и создание производственных предприятий в Таджикистане, деятельность совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству и форумов предпринимателей Таджикистана и Турции. В центре внимания сторон были отдельные вопросы двусторонних отношений между Таджикистаном и Турцией, в том числе взаимодействие в сфере безопасности и совместной борьбы с глобальными угрозами. 28 ноября в Ашхабаде основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в рамках 15-го саммита глав государств-членов Организации экономического сотрудничества встретился с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. В ходе встречи стороны обменялись мнениями о состоянии и перспективах отношений Таджикистана и Азербайджана в торгово-экономической сфере и выразили заинтересованность в развитии и расширении торгово-экономического сотрудничества между странами в различных сферах. В этом контексте была отмечена необходимость активизации работы совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, эффективной и своевременной реализации подписанных документов о сотрудничестве. В ходе обсуждения вопросов сотрудничества в сферах науки, образования и культуры было предложено провести в Таджикистане в 2022 году Дни культуры Азербайджана. В завершении встречи президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, пригласил президента Азербайджанской республики, уважаемого Ильхама Алиева, посетить Таджикистан в любое удобное для него время с официальным визитом. Приглашение было с радостью принято.
Незаконный митинг, начатый во второй половине дня 25 ноября в Хароге, некоторыми заинтересованными группами был прекращен в 20:00 часов. 28 ноября, сообщает пресс-центр Межведомственного штаба по обеспечению безопасности и общественного порядка в Горно-Бадахшанской автономной области. В заявлении штаба говорится: будут проверены, оценены и решены вопросы, находящиеся в компетенции прокуратуры в взаимодействии с представителями гражданского общества в соответствии с законодательством Республики Таджикистан. Общественный порядок в Хароге полностью восстановлен. Также налажено движение общественного транспорта на центральном проспекте, торговой точки и бытового обслуживания продолжает работу в соответствии с установленным графиком. И сегодня утром в городе Харог состоялось рабочее совещание с участием исполняющего обязанности председателя Горно-Бадахшанской автономной области Алишера Мирзунабота. На совещании были даны необходимые указания ответственным лицам по своевременному и качественному выполнению поставленных задач. Кроме того, исполняющий обязанности председателя области, рассказав о ситуации в Хароге за последние дни, отметил, что не стоит поддаваться ложным слухам и необоснованной информации. В частности, государственным служащим необходимо давать достойный отпор подобным провокациям, наладить свою деятельность в соответствии с законодательством страны и прилагать усилия для реализации планов действий, направленных на созидание. На совещании также проанализированы другие вопросы народного хозяйства, в том числе подготовка государственных и социальных учреждений к предстоящей зиме, резервирование продуктов питания, сельскохозяйственных продуктов и топлива, содержащие в исправном состоянии дорожной техники на дорогах области, поддержание стабильных рыночных цен. Ответственным лицам поручено обратить на эти вопросы серьезное внимание. Исполняющий обязанности главы области относительно вопроса предстоящего зимнего сезона сообщил, что в ходе рабочей поездки в Мургабский район выявлены недостатки, в том числе в учебных заведениях. В связи с этим ответственным лицам сферы было поручено проконтролировать вопросы проведения зимнего периода в образовательных учреждениях и других социальных объектах, принимать меры по устранению недостатков. Также были рассмотрены другие важные вопросы, даны строгие указания по их решению. Уважаемые телезрители, это была вся информация, подготовленная к этому часу нашими коллегами. Мы не прощаемся с вами. Оставайтесь с нами на нашем канале и до встречи.